మద్యపానం ధూమపానం ఆరోగ్యానికి హానికరం మరియు క్యాన్సర్కు కారకం. कैमरामैन सर रेडी सर. स्क्रीन रेडी मैम. स्टार्ट कैमरा. एक्शन. Перевод на русский Ольга Шабанова. Фильм озвучен проектом Fan Studio по заказу сайта hintsin.net. అందమైన సీతాకోక చిలుక రంగులన్నీ తేవే రామ చిలుక చుట్టుపక్క రాజ్యం నీది గనక రెక్క విప్పి రావే బిడియ మనక యవ్వనాల తోటల్లో నిన్న మొన్న ఏనాడు ఇంత కళలేదే ఇంత దాకా విచ్చుకున్న పూల్లో తుప్పుమంటూ ఈనాడు కొత్త రంగు రాసిందే నీ రాక Привет, Амалия. Что с тобой? Забрала свои документы, я ухожу. Документы? Почему? Викрам пристает ко мне. И папа пожаловался директору. Он пришел ко мне домой вчера вечером. Кто вы? Вы жаловались на меня директору? Да, я. Эй, что такое? Папа! Дорогой! Викрам! Эй, убью, если заговоришь. Я как грязь. Если попытаешься бросить в меня камень, я запачкаю тебя, и будет пятно.
Он сделал такую прекрасную кольцевую дорогу и не хочет, чтобы я ездил по ней. Станет ли собака заниматься йогой, когда вы бросаете ей кусок баранины? Собака будет вести себя так, и я буду вести себя так. Если вы снова пожалуетесь, в этот раз он не будет стеной. Эй, Амалия забрала свои документы, она уходит. Викрам, кажется, Амалия забрала документы. Я сказал никому не сообщать, так? Хорошо, ты сказала. Она что-нибудь сделает? Викрам, веди себя прилично. Это неправильно. Зачем вмешиваешься? Мне сегодня прийти к тебе домой? Прийти? Хочешь, чтобы я пришел? Прийти? Прийти? Алло? Алло? Говори. Здесь бьют нашего Викрама, приезжай. Парни, быстро все по машинам. Большое спасибо. Вообще-то... Кстати, я Свити. Отойди. Эй! Гаган! Эй, Гаган! Гаган! Это что за драка, сэр? Я все записала на телефон. Вы сейчас же должны вызвать полицию. Полицию? Да. Как думаете, кто они? Вы знаете группу компании Чакраварти? Да? Они ее работники? Владельцы. Владельцы? Доброе утро, сэр. Доброе. Знаете, как они ведут себя с сотрудниками? Знаете, как они относятся к детям? Давай, наливай. Этого хватит? Да. Папа, омлет готов. Давай, давай. Большое спасибо, сынок. Да, вот и омлет. Как на вкус? Супер, ты превосходно сделал, сынок. Эй, ты почему колу пьешь? Бросай. Заснешь бодреньким. Нет, пап, мне так комфортнее с ним.
Разве не хорошо не пить алкоголь? Пить алкоголь нехорошо, но не знать, когда остановиться, плохо. А они когда останавливаются? Ребята, вы опустошили 2 бутылки. Папа, может, уже поедим? Идем, конечно. Выдавливай побольше. Дави. Возьмите, сэр. Гаган, возьми. Давайте, парни, берите. Супер. Берите. Дайте-ка свою тарелку. Если кто-то помогает нам, мы должны либо уважать их, либо благодарить их, а не жаловаться. కాలేజీలో బాంబు మీద ఈరోజు అదేముందిలే చిన్న విషయమే. Господин Субраманьям, сэр, узнайте, когда, где и в какое время будет прием у Асвита на Раяна Вармы. Скажите, что я приехал из Дели и буду присутствовать там. Хорошо, сэр. Ну, чего? Ничего, дядя, увидимся завтра. Кто это сделал? Сын Чакраварти, да? Да, папа. Они очень сильно избили меня у колледжа. Почему они разозлились, когда ты мочился у кого-то в доме? Нам нельзя это делать у какого-нибудь куста, для этого кружка в руках есть, сэр. Змеи покусали бы. Ему же надо было. А не противиться только из-за мочи? Разве преступление бить палкой вещь во время стирки, а? Разве это не преступление? Преступление? Сынок, не всегда люди, кто бьет, герои. Отомстивший парень герой. Во-первых, необходимо подходящее время. Второе, нам нужно выждать подходящее время. Мы ударим. Когда придет время, мы ударим. А ты расслабься. Что такое, дядя? Почему вы такой серьезный? Что это? Что там? Зачем внесено наше фото на полосе? Да там еще и мой живот виден. Да, папа. Да, они еще освещение поставят и будут фотографировать, когда вы деретесь. Что это за драка такая? Какая драка? Какая драка? Вы благословили их, не понимая о браке. О нет, хватит и того, что один из вас троих был испорчен. Вы бьете, даже не заботьтесь о том, кого и почему он бьет, да? Я опять забыл. Там позади в машине 2 штанги. За ними придут. Штанги? В машину студента нужно шасси ставить. Зачем вы штанги поставили? Большое спасибо, сынок. Мы не забудем твоей помощи всю нашу жизнь. Вы старше меня. Когда есть проблема, ты не должна покидать колледж. Ты должна прояснить ее. Удачи тебе. Это твои часы. Они вообще-то были сломаны. Я не спала всю ночь, ремонтируя их. Спасибо. Я загрузила вчерашнюю драку на Facebook. Ты получил лайков 6 лак. Один иностранец спросил, что это за борьба, кунг-фу или карате. Знаешь, что я ответила? Гули-содовая борьба. Ладно, а твоя мама ничего не сказала, когда ты вернулся домой после драки? У нас нет матери. Пытаешься льстить ему? Теряешь время. Он же как стена. Тебе лучше царапать по нему ногтями, а не кормить пирожными. Он больше подходит на вышибалу, а не на бойфренда. Он даже на девушек не смотрит. Предатель. Предатель за то, что не смотрит на девушек? Да. Девушка, хоть и потрепанная дома, выходит в шикарном стиле. Она выходит классной, модной и стильной. Для чего? Зачем? Почему? Да чтобы парни смотрели на нас.
Использует протеиновый шампунь, мультивитаминный кондиционер, спрей для волос, гель. Рисует себе брови, наносит тушь для ресниц. Губная помада, блеск для губ, болезненное удаление угрей, маска для лица, лед на плечи, зубная паста, педикюр, маникюр, воск. Летом солнцезащитный крем, во время дождей водостойкий. Зачем мы все это делаем? Для парней, чтобы заметили нас. Хоть и без вентиляции. И с раздражением изнутри. Зачем мы носим узкие джинсы? Для парней, чтобы заметили нас. Если парни, как он, не будут заглядываться на нас, не будет продаж для косметики, нет бизнеса в салонах красоты, женщины-покупательницы не пойдут в магазины одежды, спрос на продукцию и рынок упадет. Индекс Сенсекс разрушится, и для Индии нет будущего. А теперь скажи, он не предатель ли? Насколько я знаю, человек, который сохранен в телефоне девушки и остается мужественным, это настоящий мужчина. Или же любовник, или муж. А, например, он, ему звонят либо его отец, брат, или же звонок о погоде. Вот почему он мне не нравится. Я стараюсь уже 3 года, а он даже не смотрит мне в лицо. И дома мне уже назначили другой брак. Помолвка в ближайшие 3 дня. И после этого я не смогу выйти из дома. Вот почему я устраиваю вечеринку в клубе. Все должны прийти, хорошо? Не надо быть таким нудным, как сейчас. Необходимо раскрыться и наслаждаться счастьем. Мой отец и брат тоже придут. Отец и брат в клубе? Мэм, Что еще можно сделать, когда священник приходит в первую ночь и говорит «наслаждайтесь»? Наша жизнь такая же. Что случилось? Это не вечеринка вовсе, когда на ней присутствуют отцы и деды. Это поминальная церемония. Посмотри на всех. Tosse wisdom, head telo, wine or whiskey or cocktail, edo del chedam, but I flow. Let's get the party rocking, baby. Bussani pongindi, champagne sisa, castona lechendi, catwalk rosa, histani hips on me, snake dance warasa. Let's get the party rocking, baby. పొంగరమల్లే గిర్రున తిరిగే భూమిద మనమే పోటీ పడద మనలో స్పీడ్కి బ్రేకులు తీసేద్దా స్పీకర్సే పుట్టేసేలా మనసే మైక్ సెట్ అయి మోగేసేలా మైండ్ లో మెమరీసే గ్రైండ్ అయ్యేలా లెట్స్ గెట్ ద పార్టీ రాకింగ్ బేబీ అర్తికి ఎడ్జులో నుంచున్నట్టు డెప్తుని ఎత్తులో చూస్తున్నట్టు స్కై డైవ్ చేస్తున్నా హాలో టు లెట్స్ గెట్ ద పార్టీ రాకింగ్ బేబీ నిన్నని చెరిపే టస్టర్ లాగా రేపుకి నువ్వే పోస్టర్ లాగా ఏ నిమిషానికి బూస్టర్ వైపోరా వజ్రం కోసే లేజర్ లాగా గెలుపుకి నువ్వే టీజర్ లాగా వరసగా నువ్వే విన్నర్ వైపోరా నీ కుడికాలు ముందు మోపే
అంటూ ఉన్న పార్టీలోనే డ్యూటీ చేసేయా Простите, дядя. Старики, когда приходят на вечеринки, начинают читать проповеди. И поэтому мы думали о вас плохо, чувствуя, что праздник будет скучным. Послушай, дорогая, девушка, как шкафчик банка. Собственность или счастье, самоуважение или мораль или будущее грядущих поколений может быть скрыто там. Сила, чтобы скрыть это и вернуть обратно будущим поколениям. Только у девушки есть это. Вы настолько величественны, дорогая. Они так говорят, чувствуя, что с такими девушками ничего не должно случиться, вот и все. Идемте, дядя, пообедаем. Здесь? Наши блюда очень особенные. Сэр, горячие баджи готовы. Баджи? Это не просто баджи, а зарядка для тела. Дядя, это уже старомодно, и желания изменились. Желание? Вы, ребята, едите пиццу и гамбургеры. Вы можете прийти сюда, не съев сковороду этого. Вы готовитесь к показу мод, а избавляйтесь от дурного сглаза опять же у бабушки. Вы покупаете иномарки и всегда кладете лимонный освежитель в машину и совершаете молитву только в храме Петдамы. Вау, супер. Но, дядя, вы же можете поесть где угодно, почему только на дороге? Видишь ли, дорогая, такой парень живет и ест их. И иностранец живет здесь и ест их. Не сделанное в Индии дороже сделанного Индией. Мы должны есть их. Ешьте. Спасибо, дядя. Дай мне, отец. Возьмите, наслаждайтесь. Ешьте хорошенько, ешьте. Дядя. А отцы все такие, как вы? Сегодня две известные и самые большие семьи нашего штата, великолепный бизнесмен, известный как отец индийских дорог, прекрасный деловой человек Асвит Нараяна, одна и единственная дочь Соумья. Сэр, мы опаздываем. Превосходная дочь. И горно-промышленный король Махендра Варма. Это помолвка одной единственной дочери. По такому случаю здесь присутствует много известных чиновников. Сюда идет министр. Привет. Добро пожаловать, сэр. Здравствуйте. Поздравляем. Продолжайте. Господин Махендра Варма. Сэр, сделать дочь Асвита Нараяма Вармы невестой означает подняться на 100 футов. Спасибо, сэр. Почему я это говорю? Господин Субраманьям? Сэр, премьер-министр сожалеет, что не присутствовал, и послал наилучшие пожелания в сообщении. После всего этого он приглашает отобедать с ним. Безусловно. Ваше здоровье, ваше здоровье, ваше здоровье. Иди, иди, будем наслаждаться. Звук выключила. Бери уже. Ух ты. Давайте начнем. Извините, сэр. Извините, сэр. Спасибо. Вы поговорите с премьер-министром обо мне, дядя. На минуту. Хорошо, брат. Идем. Заметили? У зятя уже есть дело. Мой сын малость быстр. Верно.
Просто посмотрите, дядя. Простите, что это говорю, но я только получил это. Кто дал это? Я проверил все, ведь это мой брак, верно? Кто еще знает об этом? Только я и моя охрана. Ух ты, супер! Привет, пап. Иди, дорогая, садись. Доброе утро. Я налил кофе. Спасибо. Последние новости. В полночь в автокатастрофе умер сын известного промышленника Махендры Вармы. Вчера вечером после его помолвки с Соумия, дочерью Асвита Нараяна Вармы, сын Махендры Вармы поехал в деловую поездку. По пути в аэропорт их задавил грузовик. И он, и его телохранитель погибли на месте. Эта новость сразу потрясла город. Тела перевозятся в больницу для вскрытия. Это очень плохие новости для дома Махендры Вармы. Господин Махендра Варма, я только что смотрел новости. Мне очень жаль. Я приеду и встречусь с вами. Хорошо. Кстати, это не случайность, дорогая. Мы убили его. Жених представил доказательства того, что наша дочь встречается с кем-то еще. Информация, если знает один. Новости, когда знает 4 человека. И неприятность, если узнает 40. Таким образом, я остановил его. Если ты влюблена, то ты должен был сказать прежде, чем я назначу помолвку. Мы расстались, папа. Он ушел? Все это, дом, машины, офис, заводы и все, что я заработал, либо сломать, либо сжечь. Бог дал мне мозг и мужество, чтобы заработать их обратно. Но престиж моего дома в течение 100 лет... принадлежал моему прадеду, и он передал его моему деду. Он осторожно отстаивал его 100 лет и передал моему отцу. Он рос в течение 100 лет и отдал его мне. Когда моя собственная дочь говорит, что это все рухнет, что мне делать? 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 Дорогой, Что нам делать? Превосходная дочь. Она умерла и сохранила мой престиж. Это Асвит Нараяна Варма отдаст свою жизнь, если его попросят. Но убьет, когда рушится его престиж. привет, Гаган. Привет. Ты свободен? Кофе? Ладно, ребята, пошли, идем. Пойдем? Кофе. Возьми. О, нет. Господи. Нужно полностью изменить этого парня.
Скажи хоть что-нибудь. Должна ли я звонить Гагану? Эй, вот, давай попробуем это. Как это выглядит? Выглядит хорошо. Погоди, я сделаю фото. Улыбку. Улыбку. Ух ты. Да. Хорошо, давай сделаем селфи. Алло? Пап, я в классе, позвоню тебе позже. Папа. Да, папа. Где ты? Свити привезла меня в салон Дизель и примеряет мой размер одежды, папа. Ничего, сынок, там нет содовой для алкоголя. Купи 2 ящика содовой, возвращаясь домой. Хорошо, папа? Ты ничего от отца не скрываешь? Я никогда не лгу отцу. Вообще? Поехали к тебе домой? Алло, папа? Свити попросилась поехать к нам домой. Я подвезу ее. Да господи. Боже ж ты мой. Что такое? Камера не работает? WhatsApp не работает. Ничего не происходит. Проходи, дорогая. Ты та, кто покупает кофе и рубашки для него? Гаган? Продолжайте разговаривать, я скоро. Наш парень немного застенчив, дорогая. Идем, я покажу тебе дом. Это спальня наших ребят. 3 кровати? Почему? Они не могут друг без друга. Это значит, они не спят в одиночку. Это барная, дорогая. 3 полных бутылки каждый день. Они пьют всю ночь. А как же их здоровье? Не спрашивайте их, они рассердятся. Идем. Я покажу еще кое-что. Это оружейное. Ты подумала, это дом или террористический лагерь, да? Это дом. Они не пользуются всем этим для себя. Если они просто слышат, что у кого-то есть проблемы, они бьют, сказав: «Ты ударил, я ударил». Она богиня этого дома. Все было замечательно, пока она была жива. Ее повесили на стену, а они свирепствуют на улицах. Но эти люди — золото. Они просто выскользнули из-под контроля, потому что в доме нет женщины, чтобы сказать это. Снова начинаете? Доброе утро, дядя. Он говорит это с любовью. Идем. Не беспокойся об этом. Присаживайся. Что это? Что это? Когда я прошу открывашку для содовой, они обыскивают весь дом. Идиоты, положите это в барный. Я не могу пить алкоголь без содовой. Я не понимаю вкуса. Зачем он говорит с девушкой об алкоголе? Забудем об этом. Что ты будешь? Кофе, чай, сок? Дядя, вам же нравятся девушки, верно? Очень, дорогая. Что тебе нужно? Немного свободы. Это все твое. Возьми сколько хочешь. Спасибо. Дядя, все бутылки... Никакой выпивки, никакой. Не оставляйте ни одной капли. Вылейте все и разбейте бутылки. Вот это все выбросите в мусорку. Детка, это лицензионное оружие, и без него меня в тюрьму посадят. Хорошо, в доме должно быть только одно оружие. Дядя, вы отвечаете за это. Хорошо, дорогая. Гаган, дядя выпивает только 2 бокала в день. Это твоя ответственность. Все слуги идут сюда. С сегодняшнего дня меняется вся ваша система. Итак, меняем меню и запрещаем еду вне дома. Зеленые листья, овощи, морковь и свекла. Только такую пищу следует готовить и использовать. Только эту диету будете поддерживать. Я буду приходить каждый вечер и готовить это. Дядя, пожалуйста, не поймите меня неправильно. Многим будет хорошо, если вы не заболеете. Поэтому я делаю все это. Что ты? Эти изменения прекрасны. Я очень рад видеть, как девушка меняет мой дом. Ой,
Папа приехал из Дели. Он ждет, я должна уйти. Ну нет, ты пришла к нам в первый раз. Пожалуйста, поешь с нами. Я ведь приду завтра, тогда и поем, пожалуйста. Гаган, идем. Пока. Это то, что я и хотел в этом доме. Гаган? Мамы в доме нет, и ладно. Но почему бы брату не жениться? У брата была неудача в любви. Эта девушка замужем? Нет. Тогда мы исправим все. Мы сохраним спокойствие, если вы скажете, что будете исправлять. Я отец невесты. Дядя, это любовь ошибка? Ты знаешь, что вообще произошло? Мы наводим справки в 4 местах, даже покупая щенка. Разве мы не будем спрашивать, отдавая свою дочь? Мы спросили и получили плохой отчет. Когда они пришли, я прямо спросил. Дорогая, это он? Да, папа. Выглядит хорошо. Личность хорошая. Вы сказали, личность хорошая, да? Мы женим их? Отец невесты здесь. Кроры собственности и доходы в лакхах тоже хорошо. Да еще есть поддержка отца, и это лучше. Но он негодный парень. О нет, они напали. Бей его, бей! Пожалуйста, не бейте там. У него проблема с геморроем. Не волнуйся, наши ребята немного безрассудны. Это мой отец. Ой-ой-ой, нет, что же вы так бьете? Он не выдержит, пожалуйста, бейте по одному. Зачем ты это сделал, Чакраварти? Шиванараяна, что случилось? Ничего не случилось, всего лишь небольшое дело. Компромиссное, небольшое дело и компромиссное. Они же били меня, как буйвола. Мое тело все изранено, и опять компромисс? Попросите их извиниться. Эй, извинитесь официально. Извините. Они снова начали. Не волнуйся, дорогая. Пожалуйста, он же не выдержит столько извинений в один день. Если нужно, приходите завтра и скажите. Он же умрет в ваших руках, отпустите его. Господи. Они били как Тайсон спереди и как Бизон со спины. Мне потребовалась неделя, чтобы встать и одеться. У него же геморрой. Они били его, как женская община привязывает к столбу насильника и бьют. Я думала, он умрет, но нет. Нет, он не родственник, а посланник бога смерти. В чем смысл, что они бьют? Даже парень, что женится, тоже бил меня. Как я могу отдать свою дочь в этот дом, узнав о них? Поверьте мне, они изменились. Они что, валюта, чтобы меняться? Они посланники бога смерти. Гаган, иди сюда. Сложи руки и встань. Сядь, встань, улыбнись и пожми руку. Скажи «извините». Извините. Отойди назад. Видите, они изменились. Если надо, оскорбите их. О, нет, это уже лишнее. Дядя, дерево высушится, если не поливать его 10 дней. А это дом без женщины 10 лет. Понимаете, как это будет? Вы настолько хороши, что можете выдать девушку за другого ради даже упрямства. Но вы уважаете своих дочерей и ждете, что они снова вернутся. Ты действительно великий, дядя. Кроме того, взгляните, он склонил свою голову и отстаивает любовь брата. Он тоже очень велик. Пусть эта свадьба состоится, пожалуйста. Хорошо, дорогая. Ты поливала здесь и поливала растения с той стороны тоже. И увидишь, как оно оживет. Спасибо, Свити.
ముందర ఉంటే నేను ప్రభుదేవానండి. అందరి ముందరకొచ్చానంటే చిందర వందర సిగ్గండి. ఇందరు ఉండగా నిన్ను నన్ను ఎవడు చూస్తాడండి. గుంపులు ఇంకా ఫ్రీడమ్ ఎక్కువ ఫుల్గా కుమ్మేయండి. ఈ క్షణాన్నే ప్రేమ కట్టి ముందలోనే పెట్టి తాళం వేసేద్దాం. పోజులన్నీ మేళవించి లైఫ్ కొత్త స్వీట్ సెల్ఫీ తీద్దాం. సౌండ్ కొంచెం పెంచు పయ్యో తంచుదాం సంగీత్. ఊరు మొత్తం ఊగిపోపాలయ్యో అది రాట్. వేసిన నెక్లెస్ చూడట్లేదని వైఫై ఫీల్ అవుతుంది. మెరిసే నవ్వుల నిగనిగనుండగా నగలతో పని ఏముంది. ఒక్కడు నన్ను టచ్ చేయడేంటని లిక్కరు లుక్కేస్తోంది. మందుని మించిన విందుని పంచే బంధువులెంతో మంది. ఇన్ని నాళ్ళు ఒంటరల్లే ఉన్న ఇల్లే నేడే బొమ్మరిల్లాయే. అంబరాల సంబరాల అంబరిల్లా లాగా ఫుల్లైపోయే. సౌండ్ కొంచెం పెంచు పయ్యో తంచుదాం సంగీత్. ఊరు మొత్తం ఊగిపోపాలయ్యో అది రాత్. Дядя, почему ничего не берете? Колу? ఇదిగోండి. Вот возьмите. Нет, дорогая, я молилась Богу, чтобы не было прохладительных напитков, пока его жалобы не прошли на геморрой. Хорошо? Она тебя спрашивала. Либо пьешь, либо не хочешь. Причем тут мой геморрой между этим вообще? Здравствуйте, господин Шиванараяна. Здравствуйте. У вас, кажется, геморрой. Будьте осторожны. Они лопаются, если прикасаться. Разве это терроризм, совершенный в Лондоне? Возьми и поставь плакат перед ООН. Горы даже узнают. Я скажу, если они спросят, дорогой. Привет, дядя. У вас ничего нет. Сок, возьмите сок. Нет, все в порядке. Пожалуйста, возьмите сок. Если вам еще что-то нужно, дайте мне знать. Конечно. Ладно, веселитесь. Вы знаете об этой девушке? Она будет невесткой. Она будет невесткой. Ну что это? Отпусти. Отпусти. Здорово, да? Ну улыбайся же ты хоть иногда. Эй, Гаган. Дядя зовет. Иди, иди. Да, отец. Взгляни. Посмотри на Свити. Посмотри, каким счастливым она сделала этот дом. Мы должны видеть, что слезы никогда не появятся в ее жизни. В тот день нас не будет. Мы умрем. Я этого не допущу. Этого не будет всю жизнь. Дядя! Почему вы все здесь, когда узел уже повязали? Идемте. Идем. Почему вы там стоите, разговариваете, когда должны быть здесь? Эй, Гаган, иди. Все нормально. Давай. Иди, иди. Спасибо тебе. Эй, да все в порядке. Детка, это не было похоже на свадьбу, но выглядело как фестиваль. И все из-за тебя. Мы сейчас уходим, дорогая. Куда вы уходите? У вас есть такая прекрасная семья. В этой семье такие хорошие люди, как вы. Можете выпить сегодня?
Дядя, сегодня для вас никаких ограничений. Я оставила в вашей комнате 2 бутылки. Оставила Баджи и Голи Садас тоже. Ладно, я сейчас ухожу. Куда ты уходишь? Куда пойдешь в такое время? Дядя, папа ждет дома. И уже 2 звонил. Он снова волнуется, поэтому я ухожу. Я снова приду. Гаган, пожалуйста, подвези меня. Пока, дядя. Свити. Иди сюда. Что такое, дядя? Вы как ребенок. Я вернусь завтра. Увидимся. Пойдем. Пока. Я так устала. У тебя других выражений нет, кроме этого? Иди. Свити, я никогда не ожидал в своей жизни, что мой дом будет настолько красочным. Ты причина всего этого. Спасибо большое тебе. Стой, стой! Дорогая машина с большой вечеринки. Стекло опусти. Кто она? Однокурсница, сэр. Вы в машине обучением занимаетесь или развлекаетесь сводничеством? Я проведу экзамен, разбуди ее. Она очень устала. А ты не устал? Чего ты злишься? Я должен знать, провожаешь ты ее или сбегаешь с ней, так? Разбуди ее. Чего ты звук прибавил? Зачем выходишь? Я заставлял этого бодибилдера выходить. Что происходит-то? Там еще что ли кто? Свити? Ну что, уже приехали? Прости, Гаган. Я не смогла составить тебе компанию. Увидимся. Гаган, почему ты ударил полицейского? Почему ударил? Ты станешь бить, если кто-то мне что-то скажет? Я убью их. Езжай. Ты иди внутрь. Представляем вам этот проект. Время пришло. Самый престижный проект в Индии. Длина 10 тысяч километров и стоимость 1 лак 60 тысяч крор. Из Кашмира до Каньякумари. Бомбейский порт в этом проекте связан с портом в Хауре. Если мы сможем закончить вовремя, не только Индия, но и наша компания станет номером 1 во всей Азии. Отец. У нас ситуация. Что там? Ты слышал об Арджуне Паваре, верно, папа? Арджун Павар? Король Маврада ликера. 60% ликерного бизнеса в этой стране принадлежит ему.
Подходи к делу. Он наша конкуренция в этом проекте. Ничего страшного, пусть попробует. Он не идет по верной дороге, папа. Он купил все компании, поставляющие нам материалы. Он также купил 4 наших инженеров, включая его. Он не остановился на этом, папа. Уже давно главной опорой нашей компании является автомагистральный авторитет Индии. Директор GP, он встретился с ним. Я не могу позволить вам этот проект. Причины? Ваше прошлое. А что там? Убийство, вымогательство, похищение, судебные дела и ваш ликерный бизнес. Мы даже не позволяем пьяницам двигаться по шоссе. Как мы можем позволить вам производство? Да, вы правы. На 100% правы. Они испугаются меня в моем бизнесе. У меня есть власть в руках и достаточно денег. Единственное, чего у меня нет, это уважение. Я пришел на эту линию, желая этого. Но то, что вы хотите ввести, это престижный проект. Престиж этого проекта исчезнет, если мы впустим вас. У вас есть такой престиж, не так ли? Я имею в виду, у вас есть дочь, а у меня есть брат. Давайте их обоих поженим. Тогда ваш престиж будет моим. Тогда этот проект перейдет в мой дом. Вы слишком много болтаете. Охрана! Это ваша охрана. Теперь немного прогуляемся, когда путь расчищен. Некоторая прогулка при прокладывании дорог. Вроде меня. И вроде этого. Так много убитых, и только когда я приехал навстречу. Что будет, если я приеду на борьбу? Вы представить себе не можете. Кстати, мои братья. Старший брат и мой младший брат. Ваш зять. Тесть, поприветствуй его. Привет, тесть. Ой, кровь. Черт. Связь начинается с того, что кровь остается сильной, чем кровное родство. Спасибо, тесть. Пойди, посмотри на девушку. Хорошо. JP, сэр. Жизнь дороже, чем престиж. Для меня престиж важнее жизни. Здравствуйте, сэр. Когда приедет жених? Завтра. Позаботьтесь. Теперь можешь жениться. Мы затронули проект, которым встревожили Асвита Нараяна Варма. А этот инженер, которому мы угрожали, пожаловался ему. Он так отомстил нам за это. Со своим сыном. Только за предупреждение они начали войну. Для него насилие требование, а для меня привычка. Я покажу. Я покажу им обоим. Зачем ты просила прийти сюда? Садись. Я должна кое-что тебе сказать. Я ждала встречи с тобой, так как вчера вечером ты подвез меня до дому. Да, папа, я в классе. Позвоню позже, ладно? Дядя, мой сын лжет мне. Что? Это значит, он со Свити. Хорошо. Говори. Ты солгал своему отцу? Говори. Гаган, я чувствую, что у меня в жизни есть все, но я что-то упустила. У меня такое ощущение, что ты сможешь заполнить это.
Мы считаем, что следуем за некоторыми людьми. Увидев кого-то, мы хотим гулять с ними. Но, глядя на тебя, я чувствую, как держу тебя за руку и гуляю с тобой. Я не хочу упускать тебя в своей жизни. Я люблю тебя навсегда и навечно. И навечно. Свити, Привет, папа. что ты здесь делаешь? Папа, это мой друг Гаган. Привет, Гаган. Как ты? Хорошо, сэр. Папа, вообще-то... Что такое, дорогая? Пойдем в дом и поговорим. Хорошо. Пойдемте в дом. Садись. Принесите 2 кофе с закусками. Чувствуй себя как дома. Сегодня разве не воскресенье? Зачем ты пошла на учебу, дорогая? Мы встретились, чтобы обсудить важный вопрос, папа. А, об экзаменах. Нет, о жизни. Жизни? Мы любим друг друга, папа, и хотим пожениться. Свадьба? Тебя зовут Гаган, да? Да, сэр. А чем занимается твой отец? Промышленник, сэр. В какой индустрии? Председатель групп компании Чакраварти, папа. Какая именно? Они едят баджи, сидя на дороге. Продолжают избивать студентов и хулиганов палками на улицах. Наслышано, они валяются пьяные на дорогах. Это они? Они, сэр. Они называют тех, у кого такие же привычки по имени. Бродяги, сельские отходы. И так далее, и так далее. Я прав? Может быть, сэр. Богатый означает не только иметь деньги, но и мозги. Папа, Свадьба, дорогая. И ты сказала о замужестве. Мы не можем взять машину Бентли и держать ее грязной, верно? Мы должны проверить. Пара минут. Мы вернемся к тебе. А что делает твоя мать? Ее больше нет. Ее больше нет или она не с тобой? Сэр, папа придет и поговорит с вами. Черт! Я не назначаю встреч такому человеку. Вчера пришел великий человек и попросил мою дочь в невестке, сказав, что их престиж будет расти. Значение, которое они дали мне для этой уверенности, и подняв меня, я почувствовал, что умираю от счастья. Теперь ты бросаешь мой престиж на дороге, дура. папочка, послушай меня. Вернись. Не задавайся. И не умничай. Я доверял тебе. Когда ты сказала, что едешь в дом своего друга. Друг, девушка, парень, бойфренд, любовник или такой негодяй, я не спрашивал тебя об этом. Ежедневно я вижу в газетах. Раньше читал информацию о приемах и увлекалась ли с кем-то, забеременела, а потом аборт. Ты дешевле, чем они, грязная девка. Вы оскорбили моего отца, я был спокоен. Вы оскорбили наши жизни, я был спокоен. Вы оскорбили мою мать, я был спокоен. Но ваша дочь подобна огню, идиот. И вы сказали, что она грязная девка? Папочка! Гаган! Пожалуйста. Я не существую без него. Пожалуйста, уходи. Мы больше не должны встречаться. Пожалуйста, уходи. Уйди. Я убью этого человека, если ты плачешь. Что это? Это правильно, когда ваша дочь живет так, как нравится вам. И неверно идет с таким парнем, как я. Так, да?
Делайте, как хотите. Но если она беспокоится за жизнь, или слезы прольются с ее глаз, я убью вас. Где бы вы ни были, я найду и убью вас. Гаган, я в первый раз приготовила. Попробуешь? Что случилось? Что произошло? Где Свити? Она не придет, папа. Кто ее остановил? Ее отец. Такое бывает. Проблема не в этом, что он остановил. Он сказал, что она тряпка. Где его дом, сынок? Свити не придет, если вы пойдете, папа. Только ее тело может прийти. Она тоже без ума от своего отца, как и мы. Гаган. Садись. Я люблю тебя. Навсегда и навечно. И навечно. Не хочу. Прудхви, вставай. Тряпка. Уходи. Мы чувствовали, что девушка должна быть в доме. А он хотел, чтобы она была в жизни. Он не стерпел. Что нам теперь делать, дядя? Позволим ему уйти. Впервые в жизни мы не сможем дать то, что он просит. Мы не сможем жить без него, дядя. Он не будет жить здесь. Отправь его. Отправь его. Куда? В Визак. Я знаю людей там. Сэр, процесс завершен. Возьмите эти подношения и смешайте их в морской воде.
У нас заканчивается время, когда мы даем время нашим врагам. Мы должны ударить вовремя, когда он придет в себя. Гаган? Гаган, неудача любви, я права? Да, я права. Расслабься, босс. Дядя Сатьям, вы сказали, я не смогу распознать, да? Я смогла. И знаете как? Когда все были на волне расслабления, он один был на волне уныния. Я поймала его. Позже поговорим, пока. Кстати, Фалгуни настиг. Уроженка Павиля родилась в Визаге. Ты впервые приехал сюда, да? Это Визаг, Харатнам. Здесь нет недостатка в приливах и в мечтах. Нет ограничений для красивых девушек, как я. Расслабься, босс. Идиот, ты ослеп, что ли? Извини. Гудок по дороге потерял? Я прикончила бы тебя, если бы машина сбила. Прости, сестра. Сестра? Ты негодяй, я покончу с твоей жизнью. Чертов болван. Не знаешь разницу, что ли, между возрастом и юностью? Извини, извини. Местная же. Что поделаешь, залезай. Неудача любви, кажется, да? Возьми, полегчает, босс. Когда-то любовь была вечной. Но сейчас даже слишком. В какой-то машине ты подвозишь, в каком-то торговом центре покупаешь одежду, в каком-то клубе вечеринка и сколько-то тратишь денег. Это то, что девушки видят и влюбляются, босс. Будь практичен. Босс, всего через полгода они меняют номер телефона, говоря, им надоело. А как насчет тебя? Ты слушаешь? Босс, даже люди с радио знают, что ты в городе. Стойте, стойте. Езжайте направо. Мне надо налево. Вам нельзя налево, езжайте направо, прошу. Зачем здесь столько полицейских? Кажется, какой-то повар, босс. Сын Варма сломал позвоночник его брату. Повар прикончил сына Вармы на свадьбе. Тревога по всему городу из-за этого случая, поэтому полиция здесь. Их неразбериха принадлежит им, а наша нашим. Расслабься, босс. Захвати багаж. Хорошо, мадам. Идем, босс. Идем. Босс? Алло, босс, освежись. Выпей пару глотков и в душ. Снаружи пляж и грандиозная вечеринка. Там празднуется молодежный фестиваль. Я хозяйка, а ты гость. Будь готов расслабиться, босс.
ఖల్లాస్. Just chill boss. Life కి మళ్ళీ life ఇద్దాం chill boss. కొంచెం సంతోషం ఎంతో బాధ ఈ మిక్స్ కాదా జీవితం కొంచెం నీ ఇష్టం ఎంతో దానిష్టం రీమిక్స్ కాదా పెట్టు కాగితం ఫైర్ ఉంది ఐస్ ఉంది రెండు కలిసిన గ్లాసు ఉంది ఏం కావాలో చాయిస్ ఇదేరా మైకం ఉంది మైకు ఉంది నీ గుండెల్లో స్టాకు ఉంది ఏం చెప్తానో వాయిస్ నీదేరా ఖల్లాస్ ఖల్లాస్ కాదల్ బాదల్ అయిపోని ఖల్లాస్ Just chill boss. Life కి మళ్ళీ life ఇద్దాం chill boss. Let's go. గోవాలా ఉండే లావారా లవ్వు టచ్ చేసి చూడు కాలి బూడిదే చాక్లెట్లా ఉండే సైనైడ్ లవ్వు కిస్ చేసి చూడు ఊపిరాడదే లెక్కకు మించిన ఆనందంలో కిక్కుతూ బతికే నిమిషం చాలు స్టాచ్యూలాగా వందేళ్ళెందుకులే ఏ దిక్కై నిలిచిన హృదయం కోసం రాసిస్తానా ఊపిరి దేశం ప్రాణం సైతం లెక్కే చేయనులే ఖల్లాస్ కాదల్ బాదల్ అయిపోని ఖల్లాస్ Just chill boss. Life కి మళ్ళీ life ఇద్దాం chill boss. Oh yeah. Эй, Гаган! Гаган, что с тобой? Вставай! Ты супер, босс. Ты просто крутой. Все заметили энергию в твоем танце. А я видела твою любовь. Ты главный босс. До сих пор любовь для меня была пуста. Я поняла, что это за чувство только после того, как увидела тебя. Ты коснулся моего сердца. Да почему ты отпустил человека, который забрал твою любовь? Давай покончим с этим.
Сэр. Одну минуту, сэр. Эй, ты! Убейте его. Сынок. Они убили моего сына. И забирают мою невестку. Пожалуйста, спаси нас. Мы убили твоего сына и разорвали священный узел не для того, чтобы она находилась в вашем доме как вдова, а чтобы была в нашем доме и занялась престижем дорог. Уйди. Мы убили твоего сына и разорвали священный узел не для того, чтобы она находилась в вашем доме как вдова. Мы должны видеть, что слезы никогда не появятся в ее жизни. В тот день нас не будет. Мы умрем. Я не пощажу тебя.
Гаган! Проезжайте, осторожно. Вперед, скорее. Давайте, торопитесь. Двигайтесь, осторожно. Доктор, идите сюда. Давайте быстрее, быстрее. Сначала должен выжить он. Его состояние очень критическое. Физически он не реагирует, но мысленно он борется за жизнь. Это значит, что его держит что-то или кто-то, сэр. Гаган. Я приведу парня, который напал на вас завтра утром, сэр. Каков у вас штат служащих в городе? 5000, сэр. Мой штат в этом городе 50 тысяч. Я больше и лучше вас. Я знаю, когда, как и что делать. Я хотел заняться строительством, а он разрушением. Только из-за того, что он жив, да? Кто тот парень, что спас их? Не знаю, что за мать тебя родила. Ты спас жизнь этой семьи, сражаясь за свою жизнь. Спасибо тебе, сынок. Почему они напали? Из-за моей невестки. Из-за нее? Борьба в бизнесе с Арджуном Паваром превратилась в личную. Он ни на что не годен. Проблема решена. Спасибо, сэр. Господин Джей Пи, наши отношения длятся уже 25 лет. Вы умрете за безупречность, а я за престиж. Мы оба ценим мораль. Давайте перейдем к следующему уровню. Наша семья станет хорошей, если вы передадите вашу дочь нам, как невестку. Это не ради проекта, а ради уверенности в вашем воспитании. Спасибо. Большое спасибо, сэр, спасибо. Пусть это произойдет. Пусть случится. Когда девушка зайдет в их дом как невестка, хорошо ли это? Если мы доведем дело до брака, они скажут офицеру полиции, что Павар похитил дочь. Если мы убьем его после брака и заберем ее, они скажут, что Павар похитил невестку Асвита Нараяна Варма.
Он должен валяться на дорогах со своим престижем. Они убили его после того, как он повязал священный узел. Они выиграли половину битвы, убив моего сына. Чтобы полностью победить, они напали, похитив мою невестку. Это случилось бы, если бы ты не появился. Война безо всякой причины между жестокостью и престижем. Она была приманкой. Девочка росла без матери. Я никак не ожидал, что жизнь моей дочери будет такой. Судьба. Что мы можем сделать? Я хочу забрать свою дочь домой. Заберете и что? Сможете ли провести с ней хоть час, пока повар не забрал ее? А он заберет. Она сейчас не ваша дочь, а престиж этого дома. Теперь она должна быть здесь. До последнего вздоха. Если нужно, взгляните на свою дочь и уходите. Если кто-то совершает несправедливость, девушка скажет отцу. А что, если этот отец сделал с ней несправедливость? Бог даже не дал мне возможности исправить это. Я растерян. Прости меня. Прости. Привет. Твоя Свети умерла, Гаган. Забудь ее. Пожалуйста, уходи. Это проблема Божья дань, что омывается слезами. Плачь. Если есть что-то святое, чем святая вода из Ганга, это слезы. Давай, плачь. Плачь. Это твои последние слезы и последняя проблема. Свити, кто бы ни стоял с тобой или нет, я рядом. Я люблю тебя, дорогая. Навсегда и навечно. Навечно. До последнего вздоха. జల 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 జారే కన్నుల గంగా జలముల పరుగా గేలా ధగ 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 వీరుడి ఊళా
వచ్చిన సైనికుడు కత్తి కొనలలోన చిక్కిన పావురాయి కోసం ప్రాణ కవచమై రణముకు వచ్చిన రక్షకుడు గుండె లోతులో తెగిన గాయమై తగువు న్యాయమై వచ్చాడు కంచు కోటలో రాకుమారి పెదవంచులపై చిరునవ్వవుతాడు వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే 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 నిన్ను హరివిల్లుగా మారుస్తాడే వీడే వీడే నీ బలము బలగం వీడే ఆరే సావో ఆతే సావో నీ ధైర్యం వెతికిచ్చేవాడు చేసావో చేసావో నీ కలలన్నీ బ్రతికించేవాడు నువ్వు మరచిన నిన్ను మరువని జ్ఞాపకంగా తిరిగొచ్చాడు నిన్ను వలచిన పడమరంచుకొన కంచున మొలిచిన ఊరు వీడు వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే Она сказала, что не приедет на торжество. Зачем заловка приехала сейчас? Дайте мне. Брат. Ты должен был праздновать торжество с осторожностью. Она вошла, и в доме произошло несчастье. То, что случилось, плохо. И это еще случится. Несчастье нужно остановить. Мы все отправимся в храм. Вместе с ней. Повар ждет, когда мы выйдем. Она что, величественнее Бога? Мы собираемся. Кто он? Он спас нас. С нашей семьей едет только эта девушка. Как тебя зовут? Гаган, сэр. Как чувствуешь себя? Хорошо, сэр. Езжай куда-нибудь и подлечись. Если тебе что-то нужно, здесь мой адресный номер. Звони, и все будет устроено. Водитель, подвезите его, куда он захочет. Благодарю за мое спасение.
Мэм, телефон. Повар, Мадам. вам нужна эта девушка, и я ее сопровождаю. Идите, заберите ее. О сделке вы помните, да? Вам не стоит снова возиться с нашей семьей, прошлое в прошлом. Хорошо, мадам. Ставки могут быть в баре, но на войне ставок нет. Не упустите снова. Убейте всех. Сэр, этот Мритинджая Хома ритуал завершен. С этим ритуалом страх от врагов, страх от смерти, плохие предзнаменования, препятствия и все проблемы очищаются навсегда. Если вы пойдете и искупаетесь, этот процесс, можно сказать, будет завершен. Вставай. Брат!
Подожди. Брат, нет. Нет, брат. Вы сказали, что она вошла и началось плохое время. Она для вас не плохое время, а удача для вас. Эта удача остановила нож на шее вашего брата. Эта удача остановила вашу смерть. Вы видите Бога в камне, но не смогли увидеть сердце другой женщины. Мне жаль вас. Брат, послушай меня. Что еще? Взгляни, что он спланировал, брат. Никто не останется в живых. Эй! Схватите ее! Посмотрим, кто спасет. Эй, Гаган! Гаган! Свити! Давайте. Идем. Идем. Гаган! Бежим! Бежим! Живо! Живей, бежим! Бегом, бегом! Я клянусь этим священным местом, как свидетелем. Она моя жизнь и все для меня. Однажды я позволил ей уйти, не видя ее слез. Возможно, вы думали, что у нее нет никого, пока слезы ее снова не потекли. Я здесь, чтобы утереть их, я с ней. Я здесь, чтобы закончить все, когда другая женщина играет с ней.
Не закончить, а именно прикоснуться к ней. Я бросаю вам вызов. Ваши прародители должны спуститься, чтобы сосчитать мертвые тела. ఓ విల విల విలవాలే పొద్దుకి రంగులు మళ్ళీ ఉదయించేలా భగ 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 సూర్యుడు హేలా జల 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 జారే కన్నుల గంగా జలముల పరుగాగేలా ధగ 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 వీరుడి ఊళా ఓ అమ్మఒడై ప్రేమందించి నీ హృదయం లాలించేవాడు ఓ బ్రహ్మముడై ఈ సంఖ్యలని నీ శత్రువుని ఛేదించేవాడు ముగిసిపోయిన నుదుటి రాతనే మలుపు తిప్పు మొదలవుతాడు సగము వెన్నెల సగము జ్వాలగా రగిలే ప్రేమ వికిరణం వీడు వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే 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 నిన్ను హరివిల్లుగా మారుస్తాడే వీడే వీడే నీ బలము బలగం వీడే Сэр, сэр. Мы не оставим этого Варма, который начал войну, убив брата, сэр. Мы не оставим того парня, что убил брата. Не оставим. Я не пощажу их обоих. Я прирежу ту девку, из-за которой это произошло. Мой брат был никчемным, когда не смог остановить парня, забравшего престиж этого дома. Моя сестра, которая хотела продать его, чувствуя, что ее брат не всемогущ. Моя невестка ушла за руки с другим, пробыв вдовой всего лишь месяц. Потрясающая свитная Раяна Варма. Да к черту такую жизнь. Отец! Брат! Вы беспощадно убили меня. Я не пощажу Арджуна Павара, который убил моего сына у меня на глазах. Я не пощажу ее, которая ушла держать за его руку. Я ни за что не оставлю того парня, что забрал мой авторитет. Я клянусь своей гордостью. Я говорила, что любовь — это вздор, и любви не существует.
Я видела перед своими глазами парня, который рисковал своей жизнью за любимую. Я также видела, как парень лишал жизни за ту же любовь. Ты сказала «я люблю тебя», когда у тебя было все. Но он сказал «я люблю тебя», когда у тебя ничего нет. Ваша любовь велика. Не думай сейчас ни о чем. Вперед! Идем, дорогая. Вот, возьми. Сегодня твой день рождения. Разрежь торт. Ладно, дорогая, разрежь торт. Вот так. Немного. కన్నీళ్లకు నవ్వులు నేర్పిన నేస్తం నువ్వేలే 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 నా లోకం నువ్వేలే చీకట్లకు రంగులు పూసిన స్నేహం నువ్వేలే నడవలేని చోటులోన పూల బాట నువ్వేలే నిదురలేని జీవితాన జోల నువ్వే
Брат, завтра окончательная дата проведения тендера. Спросишь, нужно ли нам это? Да, нужно. Тендер — причина, а повар — цель. Люди говорят, дороги, возложенные Асвитом Нараяном Вармы, прекрасны. Так давай же заставим их сказать, что его нападение будет столь ужасным. Не отступай, брат. Не отступай. Мы убьем или умрем. Сэр, люди Вармы окружили это место. Если вы приедете сюда, он убьет меня. Как долго они планировали? Прошло где-то полчаса, сэр. Я спланировал все 6 дней назад. Любой, кто придет или уйдет, должен пересечь тот бункер, верно? Посмотрите туда. Взгляните в зал приема. Взгляните наверх. Понимаете, да? Будьте готовы. Этого достаточно. Хорошо, сэр. Проходите, сэр. Добро пожаловать. Доброе утро, сэр. Вы достигнете высот. Господин Субраманьям, сэр, включите кондиционер в зале. Нам троим есть что обсудить. Хорошо. Кто убил вашего брата в Хамсала-Деви? Он. Что вы сделали? Вы бросили вызов не оставлять его. Что произошло? Кто забрал вашу невестку, которую вы назвали своим престижем? Он же. Что вы сделали? Вы подстрелили себя и пообещали убить его. Вы его убили? Ваша сила и его престиж в его доме. Кто кинул вас и остался в стороне, а вы выглядите сейчас вот так. Почему вы оба пытаетесь убить друг друга? Я это вообще не понимаю. Это не тот тендер, что вы должны получить, убив кого-то. Это та девушка, которую вы должны доставить путем убийства. Приведите ее. Тогда решим, кого вы хотите. Надеюсь, вы прислушаетесь ко мне и сделаете это. Я ухожу. Господин Субраманьям, сэр, вы горючее подлили или решили что-то? Нет, это горючее, сэр. Да, горючее. Они избили моего сына. Я не оставлю их, пока они не умрут. Не успокоюсь, пока не надену гирлянду на их трупы. Пойдем, мы опоздаем.
Эй, ничего не говори невестке, а то я побью тебя. Ну что ты, папа, не скажу. Что это, детка? Ты не положила сахар? Я положила мед, этого достаточно. Сэр, проходите. Проходите, сэр. Что это с вами? Если всегда будете так приходить, это не жизнь. Жизнь — это только тогда, когда что-то случается. Я не мог понять любовь моей дочери. Не смог понять величие вашего сына и доброты вашей семьи. На кону стояла жизнь их семьи. Когда на девушку обрушилась беда, пожалуйста, простите меня, сэр, прошу. Ну ладно, сэр, не только жизнь, мы дадим ей нечто большее. Папа, Манаса беременна. Спасибо, дорогая. Поздравляем, сестра. Видите, сэр, наступили хорошие времена, когда ваша дочь вошла в этот дом. Мы будем счастливы всегда. Дядя, позвоните сегодня нашим сотрудникам. Раздайте им всем бонусы, организуйте банкет и праздник. В нашем доме торжество. Пусть празднует каждый дом, хорошо? Детка, от тебя сегодня нет возражений. Никаких шансов, и ты соглашаешься с этим. Наслаждаемся. A for apple, B for bujulu, C for silakalu, D for dimple, A to Z తింటాంటివి ఎన్నెన్నో పేరులు ఇచ్చారు నా ఒంటికి ఏవేవో బిరుదులు హాయ్ మెసేజ్లు హాయ్ మసాజులు ఆటిలికై వస్తారు రెడ్డులు రాజులు ఫ్యూజ్ ఎగిరే అందానికి ఎన్నెన్నో ఫీజులు వద్దన్నా ఇస్తారు డైమండ్ గాజులు ఏ ఫోన్ ఎవడిదైనా నా ఫోటో ఉంటదంట ఆధార్ కార్డు లాగా ఎంట ఉంటా ఏ వయసు వాడినైనా నే వరుస కలుపుకుంటా నా సొగసు లెక్క తేల్చలేనిదంట డాంబో చికెన్ ఉంది జంబో సోకుంది మీల్లో ఎవడంట రాంబో అందం బాంబు ఉంది ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది మీల్లో ఎవడు నాకు కాంబో ఏ రాజమండ్రి జాంగిరి అని కాకినాడ కాజా అని జిలేబీ లాంటిదని గులాబీ అని నా పెదవికెన్ని ముద్దు పేర్లు రో సైజ్ జీరో సింబల్ అని బంగారు బ్యాంగిల్ అని సన్నాయి కన్న సన్నదని సన్న జాజని నా నడుముకెన్ని నిక్కు నేసురో కారా కిళ్ళి కన్నా కాటే నీ మాటే సోనా మ్యాంగో జెల్లీ కన్నా పిచ్చ స్వీటే నీ ముద్దు పేర్లు చిన్నదనం రాంబో చికెన్ ఉంది జంబో సోకుంది మీల్లో ఎవడంట రాంబో ఏ ఏ అందం బాంబు ఉంది ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది మీల్లో ఎవడు నాకు కాంబో నా పుల్లి బొక్క బులుబులు బెలూన్ నే నడిచి వెళ్ళే బ్యూటీ సలూన్ నే ఉన్న చోటు కుర్రాళ్ళకి యాక్సిడెంట్ జోన్ అని నా పైన ఎన్ని కవితలో నా కన్నె సోకు వాటర్ మెలోన్ నా కొంటె చూపు మల్లెల తుఫాన్ నా బుగ్గలో నా సిగ్గు పొలం దున్నే కిసాన్ మరి ఎవడంటూ ఎన్ని ప్రశ్నలో గ్లామర్ గ్రెనేడునే మా గుండెల్లో పేల్చేసావే బ్యూటీ పేటెంటునే మాకే
జంబో సోకుంది మీలో ఎవడంట రాంబో ఏ ఏ అన్నం బాంబుంది ఐటమ్ సాంగ్ ఉంది మీలో ఎవడు నాకు కాంబో Иди, дорогая. Нет. Давай, Ой, дорогая. нет, дядя. Чакраварти. Дядя. Подождите, подождите. Отойдите в сторону. Вам нельзя входить. Пойдем, дорогая. Гаган, кажется, что-то случилось с твоим отцом. Где он? Он на операции. Операции? Это моя больница, и я должен сделать операцию. Кто делает ее без меня? Эй, кто там? Беги с другой стороны. Подожди, дорогая, подожди, не ходи, милая. Здесь что-то не так, не уходи. Отец! Извините, пожалуйста. Эй, что это? Ты чего, парень? В чем дело? Простите. Эй, Гаган! Отец там! Вставай. Там отец. Отец, продержись минуту. Продержись минуту. Гаган.
Ты сказал, что убьешь, если мы взглянем на него. Я выстрелил и заставил их лежать среди мертвецов в морге. Думаешь, все кончено? Еще нет. Не слезы из глаз, а кровь должна течь, подонок. Двигай. Они забрали девушку. Папа! Папа! Когда вас попросили отправить свою дочь ко мне домой как невестку и сказали, что престиж возрастет в 10 раз, вы послали девушку, которую отведал другой парень. Когда я сам оставил этого же парня у себя дома, даже не зная, что он пришел за ней, вы сделали меня посредником, пряча его и волоча мой престиж по дорогам. Репутацию, которую я спас, убив свою дочь, разрушила ты как невестка. Что нам теперь делать? Убейте меня и моего отца. Но оставьте эту семью в покое, пожалуйста. Ты говоришь о тех, кто уничтожил мой престиж, дрянь. Брат, не делай этого. Его месть, твой престиж, их любовь. Не трогай это, брат. Эй, повар! До сих пор я не соглашался на то, чтобы вы даже видели ее, пока она была моей невесткой. В тот день, когда она держала его за руку, она стала униженной женщиной. Теперь я даю вам шанс. Убейте ее. Сэр, не делайте этого. Пожалуйста, не убивайте мою дочь. Прошу, сэр. Остановись, брат. Не надо этого делать. Убейте ее. Не убивайте, сэр. Пожалуйста. Остановись. Убейте ее. Не делай этого, брат. Говорю тебе. Убейте. Ты сказал, что мы не должны видеть слез в ее глазах, отец. Но они заставили ее плакать. Теперь смотри. Что вы сказали? Что сказали? Любовь — это плевок? Каждый раз, когда у нас проблемы в жизни, мы не отпускаем жизнь. Но мы отпускаем любовь. Я не отпущу, потому что я люблю ее.
Я люблю ее, как люблю своего отца, мать и моего брата. Как я желаю блага моему отцу, матери и брату. Где бы они ни находились, я желаю то же самое и для нее. Потому что я люблю ее. Ей нехорошо, и я пришел. Я не уйду, даже если умру. Давайте, дотроньтесь до нее. Сначала дотронься ты. Давай, иди. Иди сюда. Любовь не твой ликер в бутылке, а сила в моем сердцебиении. Любовь не похожа на алкоголь, от которого вы трезвеете к утру. Это кровь, которая остается в каждом нерве после старта. Если я не смогу спасти девушку, которую люблю, это значит, что я не имею права жить. Попробуй, прикоснись ко мне. Престиж отнимает жизнь, а любовь дарит. Что важнее? Дыхание, которое вы совершаете, роскошь, которой вы наслаждаетесь, гордость, которой вы говорите, и престиж, за который умираете. За мою любовь. Это ваше милосердие. Так что важнее? Чтобы убить девушку, вы сплочились с врагом. Сейчас он там, мертв. И что у вас теперь есть? Идем. Дядя. Дядя, как вы? Ничего, дорогая. Брат! Успокойся, дорогая. Посмотри, все пришли за тобой. Тебе больно? Они тебя не ранили? Дорогая, какое имя мы внесем на карты Свити? Какое имя, дорогая? Джанеки. Джанеки. Виват мужу Джанеки. Фильм озвучен по заказу сайта hintsin.net в 2019 году. మంచు కరటమై దూసుకు వచ్చిన సైనికుడు కత్తి కొనలలోన చిక్కిన పావురాయి కోసం ప్రాణ కవచమై రణముకు వచ్చిన రక్షకుడు గుండె లోతులో తెగిన గాయమై తగువు న్యాయమై వచ్చాడు కంచు కోటలో రాకుమారి పెదవంచులపై చిరునవ్వవుతాడు వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే ఆరే సావో ఆతే సావో నీ ధైర్యం వెతికిచ్చేవాడు నా చేసావో కాల్ చేసావో నీ కలలన్నీ
తిరిగొచ్చాడు నిన్ను వలచిన పడమరంచుకొన కంచున మొలిచిన తూరుపు వీడు వీడే వీడే నీ తక్షణ రక్షణ లక్ష్యకుడే వీడే వీడే నీ లక్షల సైన్యం వీడే